Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров посетил завод по восстановлению и переработке автомобильных шин в городе Токмаке. Президент закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барактабасов ознакомил главу Кабинета министров с предприятием, отметив, что деятельность данного предприятия, где внедрены инновационные методы переработки материалов, направлена на минимизацию вреда экологии от выработавших свой ресурс автомобильных шин. По словам Алмазбека Барактабасова, с выходом на полную производственную мощность завод сможет перерабатывать до 2 тонн автомобильных шин в час, восстанавливать до 2000 крупногабаритных и до 8000 средне- и легкогабаритных автомобильных покрышек в год. Это позволит на 30-40% сократить затраты компании «Кумтор Голд Компани» на замену шин. Инициатива данная, поднялась по распоряжению руководства страны, Кабинета министров. Данный проект был поднят, потому что в стране очень много негодных к использованию шин. Их очень много накопилось, и нам нужно уже их перерабатывать. Глава Кабинета министров Акылбек Джапаров подчеркнул важность создания производств, направленных на минимизацию влияния промышленных предприятий на окружающую среду и природу. Справочно, после запуска производства на полную мощность предусмотрено создание до 180 новых рабочих мест. Сейчас здесь утилизируются или восстанавливаются автомобильные покрышки от специальной техники, работающей на руднике Кумтор. Если мы посмотрим малогабаритные шины, то, скажем, средняя цена на рынке это 24-25 тысяч сомов. Мы будем иметь возможность восстанавливать по пределах 18-20 тысяч сомов. Это уже, если в годовом выражении если возьмем наши объемы потребления, это порядка 6-7 миллионов сомов. Большие шины, они стоят у нас в пределах 24 до 30 тысяч долларов. И себестоимость восстановленной шины это будет в пределах 15-18 тысяч долларов. Из автомобильных шин, не поддающихся восстановлению, получают резиновую крошку и высоколегированную сталь, из которых можно изготавливать различные изделия, необходимые для промышленного сектора. Данную продукцию можно использовать при изготовлении напольного покрытия для современных детских площадок, искусственных футбольных полей, различных напольных резиновых покрытий в текстильном производстве и металлообработке.